Салам алейкум, бусулнах. Дедик хелшин мехкой. Окагинах договориться диалогах передач ЕГЭ. Тахан охайр дахуж метик типография качатко. Ханс оз типография ардолш ходи кинишда, которых непосредственно затрагиваются и вопросы этнографии нашего народа, истории. Цакинишда серьезный труд Алла металязда, Алла этнография. Шаладар материал ханс оз кептогж дар о вхождении Ингушетии в состав России, в договоре, обзоре, анализе, интересные материалы. Ханс оз дяч хатара жоплот дараз. Вы говорите, что я постараюсь на русском языке, потому что нас слушают в других регионах, если так можно, да? Давайте. Об этом не часто говорят. Иногда критически говорят, иногда вопросы задают, удивляются. Вот смотрите, о древности нашего народа говорю не я первый, не я первый. Если, например, вспомнить краниологов, они, начиная с Блюменбаха и кончая российскими краниологами, Бунаком и другими, они давным-давно черепа исследовали. Алексеев и другие ученые остеологические находки, останки исследовали. Они давно установили, что ингушский народ сохранил выработанный древний кавказионский генотип. Ну, сохранил он его, они его сохранили многие народы, но ингушский народ сохранил лучше всех. Где об этом можно почитать? Об этом можно почитать в работе Бунака, опубликованной еще в далеком 1935 году в городе Грозный. На четырехформатном большом материале газеты «Грозненский рабочий» этот материал был опубликован. Он там раскладывает, как он исследовал, как он доказывал, на примере каких параметров он это вывел. Краниологи из выводов они, что ингуши сохранили самые древние, самые кавказионские из кавказских генотипов. Известный в мире и в России, и в Советском Союзе один из сильнейших специалистов в остеологических исследованиях, да? Алексеев, академик Алексеев. Аллая там древние материалы же гучанит. Есть еще доктор наук Хить. Она по дерматоглифике сегодня на передовых рубежах. Она тоже утверждает, что ингуши имеют древний формат дерматоглифики. То есть популярный узоржи, древний корень йохцу. Да. У них это написаны огромные труды. Это не выдумки Бузуртанова Руслана. Ну, то, что касается, например, языковые параллели. Это, конечно, наши лингвисты знают очень хорошо. Что лингвист, я и не историк, и не лингвист, но волею судеб пришлось мне заниматься этим тоже. Если у нас 170 лет, начиная с Услара, говорили, что ингуши заимствовали язык откуда-то, то с осетинского языка, то с других языков, вот это опровергать, к сожалению, мне пришлось. Да. Мне пришлось находить данные, что никогда в иранских языках не было фе, что в хурито-ханских языках изначально присутствовали вот эти корреляты в и ф, которые друг без друга не могут существовать. Что наш язык построен на частях речи, которые никогда не заимствуются с начальным ф, что и так далее, и так далее. А если, например, взять какие-то другие темы, давайте я вам сейчас 2-3 аспекта моих исследований, я их, как говорится, обзор сделаю, и слушателям будет очень интересно послушать, о чем же говорит Бузуртанов Руслан. Вот, например, города древности. Мы знаем, что некоторые города древности, они несколько тысяч лет назад уже разрушены были, ушли, находят только их развалины, останки, культурные слои,
скрывается история, глубокая история. Вот, например, один из самых первых городов мира, Мелькарт. Он на языке местного населения обозначал отец городов. А если, например, ингушские семантические средства мы применим, это ограда блага. Беркет бицен картес. Мял бицен картес. Ограда блага. Библия и другие святые писания толкуют про города Баб-Эл, это врата Бога. И вот этот Баб-Эл, это другое название Вавилона. Он в некоторых языках древности писался Бабелон, а читался на латинской транскрипции Вавилон, что точно соответствует ингушским смыслам Бабела. Бабел, гнездо есть Господа, нашего Создателя. Еще один древний город мира, Берит. Это, что это за древнее поселение? Это ранее угаритское поселение, а ныне это столица Ливана, Бейрут, вот где недавно взрыв был. Это удивительный город был, Берит. На языке местного населения название вот этого Берита, современный Бейрут, означает договор, союз. Так как, почему? Потому что по преданиям именно в этом месте, в этом городе было заключено, в древности было заключено соглашение с Богом вот этого древнееврейского населения. Они заключили, по их религии, заключили соглашение с Богом, где Аврааму было обещано что? Земля обетованная. Если, например, на ингушский язык перевести, это согласие, союз, бартбес. Ну, в ряде других языков, в навских и других языков тоже так переводится. Еще один древний город, который и Ули, и Вули, и другие исследователи и раскапывали, археологи, и устанавливали великолепную культуру, по многим культурным слоям, удивлялись, как же так могло это древнее население тысячелетиями создавать великие культурные и художественные ценности. Ур, знаменитый Ур. Иногда его называют Ур-Халдеев. А объяснялся вот этот Ур высокий. Почему высокий? Своими храмами и значением в этом древнем шумерском и аккадском мире. Лаконичен значений. Вот этот Ур, если ингушские смыслы мы возьмем, мы как говорим, наверх это Ур, так же, так переводится. Еще один город этого Шумера древнего, Лагаш, ступенчатый. Это священный город шумеров тоже был. Еще один священный город древнего Шумера, Эриду. Он означал в шумерском языке возвышенный, священный. А что действительно соответствует смыслам ингушского языка, например, дух, да, это возвышенность. А если, например, эрт, это священный, это храм, правильно? Правильно. Я бы добавил к значениям концепта вот этого города не только эрт, но и это местонахождение. Кстати, вот эта основа она у нас и в реальной жизни была нашего народа, в культуре нашего народа, и в последующей жизни. Эл-Олышханат – это мир, куда уходят. Или по-другому Багдыни. В шумерском языке и в культуре словом Урим обозначали любой город. Урим Олшант. Это сложилось и в наших языках. И в наших языках. Есть такой материал, он вышел недавно, в 2015 году, Москва. Там на странице 47 сообщается, что древнее название столицы Чурджени Пекина, вот современная столица Китая, да, Пекин, Чурджени, столица Ханиис, его называли Дада. Да. Кстати, надо еще добавить еще какую вещь. В этом же материале китайский материал есть. Это Москва, 2015 год, на странице 47 там еще говорится, когда Драпа опустилась вниз,
Драпа это древние описывают, несколько тысячелетий назад описывают, вот этот летающий корабль приблизился, говорят, и местное население, ее, женщины и дети народа Кам спрятались в пещерах, говорят. Ну, смотрите, можно, вот как, есть такой исследователь, Эрих фон Деникин, он когда-то описывая вот один материал, сказал, конечно, можно, говорит, одну параллель принять за, ну, удивительную там находку, да, можно 10 параллелей принять за какую-то устойчивую связь, но если, говорит, 9 из 10, говорит, параллелей соответствуют чему-то, это вопрос, говорит, требующий исследований. Вот видите, я не утверждаю, я говорю, эти вопросы требуют чего? Исследований. Исследований. Серьезных, солидных исследований. Это надо все исследовать. Когда-то до еврейское население сегодняшнего Иерусалима, филистимляне, они поклонялись своему божеству Шалему в Палестине, Бехапыше. Его имя сохранилось в названии города Иерусалим. Оно сегодня, вот смотрите, оно сегодня с еврейского языка обозначает, вот смотрите, как написано это всеобщая история религии, Москва, 2007 год, на странице 121 написано так. Там в скобках идет продолжение. Оно может происходить от формулы Ир-Хая Шалем, то есть Шалем основал его. А если Аллах Ир-Хаяр Шалем его. Так, соответствует, дочнаться. Да, соответствует, да. Что интересная параллельная жизнь. Вот это указанное мной Урим, шумерское обозначение города, и само название вот этих городов шумерских, вот у них несколько городов было, Ур, Урим и так далее, оно отложилось и в нахских языках. Каким образом? И в обозначении улицы Урм, и Кур квартал, и святое место, то же самое в латинских языках, вот Курия, Синекура и так далее, и так далее. Дух дышан. Параллели дух дышан. Я не говорю, что это именно так. Нет, не утверждаю, никогда. Нельзя утверждать. Это все надо исследовать. Надо все подвергнуть исследованию серьезному, а потом только сказать уже в виде выводов. Вот смотрите, мы все читаем из сборников всеобщей истории, культуры и так далее. Мы все читаем, что Рим основали этрусские, и вообще эту латинскую культуру дал этрусский древний народ. Вот у них были храмы с 3 апсидами, с 3 помещениями. Вот если вы, например, были у нас в храме в горах, даже хандиша, хоишансик помещение, дейниша, лаки колодцеобразное отверстие жил, колчаша жлатыш, дейниша. Вот такие же храмы были у этрусков, и главное божество у них называлось Тархон. Это имя верховного бога этрусской культуры и религии. Кстати, у них был, кроме этого, еще и город обозначался Тархон в Этрурии. Такой же город с именем Тархон находился в Малой Азии. Здесь, в Малой Азии. Все это имеет в нахских личных именах соответствия. Какие? Вот у ингушей есть личное мужское имя, которое имеет древнюю историю, которое имеет до сегодняшнего дня серьезную традицию. Тархан Алвай, Мачбери, Цитулвай. И оно очень любимое в ингушском народе. Есть же? Вот это же имя было в грузинской культуре, имя Бога, и у них тоже Тархан бывает имя. Да? Царь древний, языческих божествах, они царь Тарханя. Да? Если, например, посмотрим, например, есть ли какая-то связь с хоритахасской культурой, древней религией, да. Главное хоритахасское божество, его звали Тархунт. Оно позднее было обожествлено и стало этрусским Тарханом, от имени которого и произошло личное имя Тарквиний, который также под этим именем был богом грозы у этрусков. Вот смотрите, наверное, сейчас кто меня слушает, думает, что это Сеид Бузуртанов фантазирует. Нет,
Об этом написано во всеобщей истории религии. Москва, 2007 год, на странице 131. Опять датас. Кстати, вот это имя носил и царственный род, один из благороднейших родов Этрурии, Тарквинии. Тарханханс, Юлий Цезарь, Хазар Мухудишна, да, вот знаменитые там их императоры, от которых там юлианство, там и календарь пошел, и юриспруденция пошла. Вот этот Юлий Цезарь, он из рода Тарквиниев был. Кстати, вот эти этруски, они оставили после себя и такие же родовые слепы, как у ингушей, такие же храмы трехапсидные, такие же поминальные камеры. Если кто-то мне не верит, я потом, как в одной из передач, покажу из всеобщей истории, у меня снятые снимки есть, вот этих поминальных. Поминальные камеры, и коллективные эти были, склепы были, у них были, вот у шумеров чем отличалось? У шумеров были семейные склепы, а у этрусков и у ингушей родовые, тейпанеры. Вот представь себе, у них даже и поминальные камеры были. Вот этот родовой этноним Тарквиниев, да, от Тархана, он лег и на личные имена уже во всей другой древней мировой культуре, которые идут с корнем Тарх. Вот какие? Вот знаменитый Плутарх есть, Плутарх, там, Аристарх, там, Этнарх, там, Демарх, вот известные философы, культурные деятели, архитекторы, скульпторы древности, зодчие, да. Все, кто имел вот этот Тарх, корень имени, они идут от этого, от Тарквиниев. Тархиес по-ингушски, если сказать. Но, кстати, в этом направлении огромный пласт работы. Это надо не просто там послушать передачи Бузуртанова Руслана и сказать, мне иногда говорят, кстати, вот это греческое обозначение эпоса, это вначале было рассказ, выдумка была. Как раз подходит под ингушскую семантику ОАП, понимаете? Это надо все исследовать. Не говорить, не обвинять Бузуртанова Руслана, что он там это придумал, другое придумал. Нет, надо исследовать. Я часто в передачах говорю о том, что от океана до океана, то есть от Атлантического океана до Камчатки, до Тихого океана, многие гидронимы, топонимы, они имеют сино-кавказскую историю через что? Через кетские обозначения. Кета же, это древнейший народ был. Вот сегодня весь мир говорит про тундру, да, тундра. А тундра это кетское обозначение местности, где постоянно замерзает, потом тает, и обозначается, знаете как, сырое место. Тун. А ну-ка в ингушском языке есть ли такое соответствие? Да, туна это сырость, промозглость. Тундра это место сырости. А ну-ка вспомним еще одно слово есть ингушское. Тунул. Тунул это наличие сырости в чем-то. А ну-ка туннель. Там, где постоянно сыро. Вот эти знаменитые туннели, да? Метро. И так далее, и так далее. Аллай мот би, аллай мот. Он не только соответствует, он имеет соответствие во многих культурах. Понимаете? Кстати, в бацбийском языке тоже, в одном из нахских языков, в бацбийском языке тоже, тын это роса. Если у нас тун это влажа, а у них тун это роса. Это вы можете почитать где. Это у Мираба Чухова на странице 19, можно почитать об этом. Еще одно очень странное и очень удивительное соответствие нашего языка и вот гидронимов. Знаете в чем? Вот, например, смотрите, очень много гидронимов в мире, которые имеют обозначение, вот, например, реки, да, в Средней Азии, Дарья, соленая. Они имеют немножко соленый вкус, да, вода. Если в ингушском языке пресный это теза, бир это рассол, биром это рассол,
Вот представьте себе, в английском языке брин это морская вода. И также одновременно обозначается рассол в английском языке. Бринза это сыр в ряде языков мира. Помните бринза? Это соленый, постоянно влажный сыр. Цена ол бринза. Кстати, на санскрите океан обозначает дыл. Что такое дыл в ингушском языке? Это бульон. А что такое бульон? Бульон, как ни парадоксально, как ни странно, наиболее точно соответствует составу вод океана. Ведь это есть жизнетворный бульон для микроорганизмов. В море Мудодеве, например, да, купаться, видели, он бывает весь в микроорганизмах. То есть там размножаются вот эти маленькие эти моллюски, там это, растут какие-то растения, там, суши вот эти произрастают. Это и есть бульон микроорганизмов, фактически дул. И на нашем языке. Но откуда оно в санскрите обозначение океана? Это, конечно, неизвестно. На языке древнего инкского языка, вот культурного, да, у них море, знаете, как обозначается? Вот у них есть такая книга «Тайна инков», там обозначено «Мама Коча» — это на языке инков «Мать море». Мать море. Коча Яхарфат. А ну-ка на ингушском. Жидкая, правильно? Правильно. Та же история с мировыми обозначениями гидронимов, какими? Марзе, Шар, масса и других. Вот, например, на старых картах увидите, например, там какое-то название и Марзе. Марзе Яхарфат, ну, море Яхальдес. Морзе, Шури, Туае, Дырие, Тезие, Бери, Дили. Алла эмелю термины же фактически агар. Куачи, жидкий, мельери, дороги. Алла мутбак. Если меня спросить, Алла мутбак. Но я опять, смотрите, я не утверждаю это. Вот, например, я сказал, да, тез иногда встречается. А ну-ка где? Пример можно привести? Можно. У академика Мурзаева в очерках топонимии на странице 246 там указано. Тез, приток озера Обсуфтуве. Тот же самый элемент тез осмысливается Дульзаном. Он пишет, что тез это название рек на каком-то диалекте, пишет, кетского языка. Помните, я вам говорил, сино-кавказский язык, народ кетский, но сегодня он, правда, вымирает. Вот уже я последние данные смотрел, в Ютубе забил, там кеты, это, про народ. Там всего 3-4 человека осталось, которые язык свой знают. Остальные, обращайтесь, Эшт халак колаш хажил, бадуал жлах твоикам, ваймот твой лорд собой, из общения хажил, общение, дело производства языка цибаки. Анс хану мешать довайн из мот пи екебяка судебное дело производства. Суд идет сей аж хелюах элч мелхостов, дати. А вот хелюах элч мелча торжественное. Мелдук смысл елажи, мелдук маан долаж здесь, мелдук ответственность елаж. Вы судебный процесс же Алламетл хатяка дикр давай. Мы не только можем дикр давай здесь. Бери программа жди, благодаря что развивать свои книжки содержание. Я не ругаю сейчас это, не специалист нет, просто развивать. Часов мало, сами учебники слабые. Да, слабые. Я могу показать. Пример, почему? Вот, например, ни в одном учебнике вы не увидите, чтобы раскладывалось правило, а ну как же какие-то слова вот у нас составляются. Вы знаете особенность ингушского языка в чем? Слов ингушского языка в чем? У нас каждое слово состоит минимум из 2-3 элементов. Да, которые сами являются словами, сами являются семантическими смысловыми единицами. Да, дыша. Так, с богатства вы мети, да, шуарали древности, хажил, коргали глубина смысла, вы сдаться легкий мани, коргал, берешь ты без баца, хажил. А масейта шара полезности, СД, вожда, адит садр, ампейдам халцас, за образец дахикаца, учебника жди детский, а сандаться легкий, пейдам дац.
Так, хажил в Москве диш обгарса кянки. Циг обгарса элиди. Шибиришк мот табуцец Аллаш. Духне табуцец. Дам буцно духне табуцец. Тацына фухул. Бери мобильник деньги шашимолда бери мобильник жда лоузер здесь. Гаска метал дали Англия метал дали мобиш когда сахар. Аз, например, гаска металли английский металли бирж мод татбал жлат. Аз английский мод би берег день халда затсо. Аз амцы бежи аз хатсы болжи душ дас бер. Но вай мод бера лил цебойца на Аллаху глац. Бен биша да США халит забыш. Аз уже больше половины, уже 2/3 мобиш Америки день диша да бунтыш хам холыш мелдук бе аржбер негрыш би. Шой мод хатсан, шой негритянский мод хатсан. Английский барбут царь. Но царя англичаныш хам бац. Ишаш болчи бесабацыш хажыл. Шой хабан мет биги. Шой камах бесабацыш англичаныш хам бац царя. Цыйка беш биомас алцына. С биомас хайж латвы Аллах камах. Через детей. Вайтсан дасы буцыш ба. Ирин сумы веланге ирик хэл хавати валит асканки. Да. Ирик хэл хавати. Биш мштакра. مش تخيطهم ده ايش ده قال لا دوك واحد حموك جو مش تيالي وي والله يموت وي لا سبوتي بيدم داتشان زرقه ما بينيكش حقشان تلفزيون تشجشان да وقت вынуждена اسم общаться از موت حتى ام بس داس بير نشي والله يموت ويقر طباقي دير биологический масс хандусы дендовай حزوي والله يموت بي الله يموت سن قارغلي ал سن особенностей вайдук лингвисты же бағдар ялыч хажил сухам алвалча дик лингвисты же бешавай делал абы знаете почему я смело говорю вот даже сравнительно например масейт словарь хадя бям шавай лингвисты делал абям дацемел мягко словарь ажди даже вошкамуш дацерс дажди синонимов антонимов того другого морфология там синтак дука мело толковый словарь уже хадиш уже хочешь деш бахтох хажил дука мело словарь хадят янчан сада дука муж дешон гуна словарь цикл ерик басдеш дук дешон камеш. Например, если вопрос мне задали бы, например, да, хажул, каждый народ, вот, например, мне иногда задают вопрос, шин мети, Аллах метал, куарглецен, ценность малаяцен, бор малабацен, алярха вагватса, если начнет исследовать, да, алярха вагватса. Например, Исландии меняется каждый день 3-4 раза погода. То ветер оттуда дует, то... Вот представляете, у них больше всех в мире терминов обозначения погоды. У исландцев. Есть такие гаучи, пастухи гаучи, лошадей, они коров, это выпасают в Аргентине. Вот у них больше всех мяса, мясокомбинаты, вот представьте себе, у них до 140 видов мастей, слов. Собственных выработанных слов. А немцы же хасакам да севере. Немцы жби цар 45 обозначений снега и 45 обозначений снега и немцы. А галайкам галаймот цен чал цен уникальность малая. Ажу. У галайкам малача ши грамматические склонения ажу. Ши структуре харфот. Хребет тес, языковой хребет. Это лория кандац. Датчан, даже в наших языках, даже иберийско-кавказских языках. Датчан. Вот по этим вопросам я собираюсь сделать цикл передач. Я, видите, только поверхностно затронул вот эти вопросы. А я собираюсь сделать цикл передач. И я это буду объяснять на примерах, подробно, на примерах. По каждому блоку вопросов и так далее, и так далее. Катериша. Баркул Халчан, я на этом завершу. Если какие-то вопросы у вас будут, давайте я постараюсь ответить
то, что знаю. Но если, например, не знаю, у меня хорошая привычка такая выработанная. Я говорю, не знаю о Аллахе. Если что-то чуть-чуть знаю, я говорю, надо исследовать Аллах.